22 часа в Украине. Подводим итоги 26 октября. Я София Бляева. Добрый вечер. Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз встретились с Реджеп Тайип Эрдоганом. Встреча состоялась в официальной резиденции президента Турции Аксарай. О чем говорили, знает глава Меджлиса Рифат Чубаров. Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз поблагодарили президента Турецкой Республики за его вклад в их освобождение, и при этом сразу призвали его предпринять все возможное для того, чтобы освободить всех незаконно преследуемых, арестованных, осужденных, и как крымских татар, так и людей других национальностей. Чийгоз и Умеров прилетят в Киев завтра в 14 часов. В аэропорту Борисполя ожидается пресс-конференция лидеров крымских татар. Накануне в Анкаре Умеров и Чийгоз встретились с крымско-татарской диаспорой и послом Украины в Турции Андреем Сыбигой. Подробнее далее в эфире. Салам алейкум. Добрый день. Вернемся в Крым, на родину, заявили Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз. В Анкаре они встретились с украинским послом Андреем Сыбигой. Лидеры крымских татар говорят, что через несколько недель поедут в Крым, несмотря даже на риск новых арестов и преследований. Я не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку. Через некоторое время я обязательно попробую. Заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз заявил, что по возвращению на родину продолжит борьбу и будет добиваться освобождения крымских татар и украинцев, незаконно осужденных Россией, в том числе и режиссера Олега Сенцова. Борьба продолжается, и там десятки людей, конвейер не останавливается. Нужно и ребят возвращать, и Сенцова надо возвращать обязательно. Мы будем просить нашего президента Эрдогана, чтобы за Сенцова и за других украинских. Ночью Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров провели в Турции, уже прошли медобследование. В Анкару лидеров Меджлиса доставили накануне из Симферополя через Анапу. Их выдачи добился президент Реджеп Тайип Эрдоган по просьбе лидеров Меджлиса Мустафы Джемилева и Рифата Чубарова и после недавней встречи в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко. Двух политзаключенных Путин освободил, скорее всего, тайным указом, потому что сами они от помилования отказались. Пленники Кремля рассказали, что все это время чувствовали поддержку Украины. Речь не в личностях Чийгоз, Умеров. Речь в том, что народ, граждане Украины, живущие в Крыму, они ощутили вот ту мощь, силу, которая стоит за ними. И это очень важно в борьбе. Это очень важно. Накануне лидеры крымских татар встретились с представителями диаспоры. Там освобождение лидеров Меджлиса назвали первым шагом к тому, что остальные пленники Кремля могут выйти на свободу. Конечно же, освобождение двух крымских татар вселило в нас новые надежды. И в Крыму, и в Турции народ счастлив по этому поводу. Но, с другой стороны, это означает, что еще два наших героя изгнаны из Крыма. Это своего рода депортация и высылка. Стоит посмотреть на ситуацию и с этой точки зрения. Министр иностранных дел Павел Климкин также уверен, наработанный опыт поможет освободить из плена Кремля и других украинцев. Ви розумієте, що робить Росія. Вона спеціально це видає тільки нашим друзям, і вона хоче показати, що Крим – це Росія. Крим – це не Росія, це наша окупована територія. І такі трюки, я вчора розмовляв з німецькими журналістами, вони всім прекрасно зрозуміли. Никаких препятствий для Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, чтобы въехать в Крым, нет, рассказывает адвокат Николай Полозов. Россия сняла с них все обвинения, и ныне кремлевская Фемида не имеет к ним никаких претензий. В настоящее время нет никаких запретов на въезд ни в отношении Ахтема Чийгоза, ни в отношении Ильми Умерова. Что касается фактической стороны, конечно, опасность, что такой запрет может быть вынесен, она потенциально есть, но на текущий момент такого запрета нет. Поэтому если они изъявляют желание приехать в Крым,
то никто им препятствовать не вправе. Проживать, естественно. Если въехали, значит, могут и проживать. Лидеры крымских татар Эльми Умеров и Ахтем Чийгоз прибудут в Киев завтра. Их родные уже выехали из оккупированного Крыма на встречу в Киев. Эльвина Сидбулаева, Оксана Гуцел, имени Халил и Владлен Мельников. Заман, АТР. Отменить запрет Меджлиса от России потребовала президент ПАСЕ Стелла Кириакидес. Также поздравила с освобожденных накануне лидеров крымских татар Эльми Умерова и Ахтема Чийгоза. Она также выразила надежду, что это не последнее освобождение пленников Кремля. Приветствую освобождение крымско-татарских лидеров Ахтема Чийгоза и Эльми Умерова, поскольку они являются представителями Меджлиса, важной и традиционной структуры крымско-татарской общественности. Их освобождение является шагом в правильном направлении. Я надеюсь, что после освобождения этих двух лидеров состоятся и другие. Я также призываю российские власти отменить все ограничения в отношении Меджлиса крымско-татарского народа. Теракт в Киеве. 2 погибших, 3 раненых. Накануне у редакции телеканала «Эспрессо» произошел взрыв. В воздух взлетел мопед, припаркованный у автомобиля народного депутата Игоря Мосейчука. Он сейчас в больнице с осколочными ранениями. Кроме него еще 2 госпитализированы. Это политолог Виталий Бала и киевлянка Надежда Тарасенко. В момент взрыва женщина возвращалась домой и случайно попала в зону взрыва. Сейчас медики борются за ее жизнь. Жертвами теракта стали охранник Мосейчука и случайный прохожий. Подробности далее в сюжете. Вот первые кадры взрыва. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения телеканала «Эспрессо». Вот с этого подъезда выходил народный депутат Украины Игорь Мосейчук. Рядом был припаркован мотороллер, начиненный взрывчаткой. Взрыв был такой силы, что в жилом доме выбило стекла. Сейчас здесь до сих пор ограждена территория и проводятся следственные действия. Жители близлежащих домов уже начали ремонтировать поврежденные окна и устанавливать стекла. Любой людині страшно, коли не знаєш, що тебе ожидає. О подробностях взрыва рассказал главный редактор телеканала Виктор Леши. Говорит, все произошло сразу после эфира. Далі ховаєте всі виграші в національній лотереї. На вулиці оцього мопеда, скутера не було біля машини. Тобто він з'явився фактично десь хвилин за 10 до закінчення ефіру. Больше всего от взрыва пострадал охранник Игоря Мосейчука Руслан Кушнир. Там, очевидно, була страшенна рана, тому що і з очей, і з вух, і так далі. Він був ще живий, і, здається, коли його завантажували в швидку, він ще був живий. От полученных травм Руслан Кушнир умер в карете скорой помощи. Известно, что у него осталась 4-летняя дочь и беременная жена. Еще одной жертвой взрыва стал случайный прохожий, 36-летний Михаил Мормель. Он ранее работал в полиции. Вчера вечером возвращался домой. Он проживал рядом с редакцией телеканала и в момент взрыва проходил мимо машины Мосейчука. Самого же Мосейчука и политолога Балу доставили в больницу с осколочными ранениями. Врачи говорят, состояние обоих тяжелое. У Мосейчука пострадала правая сторона туловища, осколки попали в бедро и руку. С утра ему уже сделали операцию и планируют провести еще одну. Внутрішні органи залишились більш-менш, але більше на всього постраждали та кінцівки, верхня, нижня, м'які тканини, верхні і нижні. Перелом є кістки справа, відкритий. Він знаходиться в палаті інтенсивної терапії, в реанімації. Сам Мосейчук сейчас в сознании, и хотя интервью не дает, но в соцсети уже написал, что после выздоровления сам займется расследованием взрыва. Особисто вестиму слідство і виноситиму вирок у цій справі. Наразі не можу розкрити всі деталі замаху на мене. Впевнений в тому, що слід московський, а виконавці українські. Як тільки дозволять лікарі, дам всі пояснення правоохоронцям. Политолог Бала сейчас в реанимации. Врачи говорят, он попросил не разглашать подробности своего состояния. Його стан стабільний, важкий, але він відмовляється від надання будь-якої інформації щодо стану власного здоров'я. Взрыв возле редакции в полиции назвали терактом и сегодня озвучили несколько версий следствия. Це замах на вбивство Мосейчука, який було організовано спецслужбами Російської Федерації. Друга версія – це політична діяльність пана Мосейчука і його громадська позиція внутрі нашої держави. І третя версія – замах на вбивство Мосейчука на особистому ґрунті.
По неофициальной информации, в том, что произошло, может быть и чеченский след, а также месть Кадырова. Вот видео, на котором Игорь Мосейчук угрожает лидеру Чечни Рамзану Кадырову и даже расстреливает его портрет. Ми допоможемо нашим братам звільнити Ічкерію від таких собак, як ти. Слава Україні! Слава вільній Ічкерії! Кадыров ответил незамедлительно. Или мы по заслугам его накажем. Сам себя выстрелил, там, знаешь, и попадет, знаешь, в точку, знаешь, и мы не помахиваемся, мы стреляем точно. Чеченскую месть официальное следствие пока не комментирует. В то же время рассказывают, в настоящее время отрабатывают информацию и о покушении на журналистов, а также политолога. Пріоритет є Мосійчук. Разом з тим ми не відкидаємо на цей час будь-яких інших можливих мотивів вчинення цього злочину відносно інших осіб, які були разом з ним, або журналістів. Сотрудники телеканала «Эспрессо» утверждают, угроз не получали. Несмотря на теракт, произошедший накануне, сегодня вышли на работу. Полиция тем временем проводит следственные действия в редакции. Маргарита Потапова, Людмила Гарпинич, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Жертв аварии в Харькове уже 6. Утром в больнице умерла Диана Берченко. Ей было 20. 18 октября она с сестрой ждала зеленый свет на переходе, когда внезапно на тротуар вылетел «Лексус». Диана была самой тяжелой из пострадавших в аварии. За ее жизнь врачи боролись 8 дней. Перевести с медицинского на общепонятный язык причину ее смерти, организм просто устал бороться за жизнь. У нее были многочисленные переломы, разрыв легкого, у нее была тяжелейшая черепно-мозговая травма, уже начался отек мозга. Врачи делали все, что они могли, но... ДТП в Харькове произошло в прошлую среду. Тогда в центре Харькова столкнулись «Лексус» и «Фольксваген». «Лексус», за рулем которого сидела 20-летняя Алена Зайцева, отбросила на тротуар с пешеходами. Погибли 5 человек, 6 были ранены. В больнице сейчас и водитель «Фольксвагена», а Алену Зайцеву суд взял под стражу до 16 декабря. В центре Харькова парень стрелял по прохожим с балкона. За этим следила компания его друзей. А видео выложили в интернет. Никто не пострадал, но очевидцы вызвали полицию. Правоохранители юношей задержали. Открыто производство по статье «Хулиганство». Ребятам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено даний будинок, після чого проведено поквартирний обхід мешканців даного будинку та встановлено квартиру, з якої були здійснені постріли. Дані особи, які здійснювали постріли з даної квартири, встановлені та доставлені до Київського відділу поліції для подальшого встановлення. Россия стала первой по количеству граждан, воюющих на стороне исламского государства в Сирии и Ираке. Об этом говорится в докладе американской консалтинговой компании Southern Group. По данным исследования, в рядах игиловцев воюют 3417 россиян. Это на 150 человек больше, чем граждан Саудовской Аравии. Эта страна на втором месте, третья Иордания. Также к ИГИЛ присоединились граждане Туниса и Франции. Соединенные Штаты рассекретят более 1000 документов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году. Национальный архив США представит сведения, которые до этого хранились под грифом «секретно». Историки считают, что это вряд ли выяснят мотив убийства. Вероятнее всего, в документах речь пойдет о расследовании ЦРУ и ФБР, о контактах убийцы Освальда со шпионами из Кубы и бывшего Советского Союза. В 1992 году Конгресс США издал приказ, по которому все записи, касающиеся расследования, должны быть обнародованы через 25 лет. Под конец о погоде. Север Украины засыпало первым в этом году снегом. Это Сумы. Город с самого утра накрыла настоящая метелица. Интенсивнее всего осадки были на севере области, говорят синоптики. Особенно запорошило Шостку, Конотоп и Глухов. В Харькове снег падал с утра и даже некоторое время оставался лежать на дорогах. Растаял быстро, и на смену ему пришли дожди.
Это все, что мы успели вам рассказать. Исключительно хороших вам новостей. Будьте с этой спокойной ночи.